Радио, программа «Радио войны». 106 FM. Доброе утро всем, кто сейчас на 106 FM частоте. С вами радиопрограмма «Вайгель» и я, Оксана Белкина. 25 декабря на календаре. Это говорит не только о том, что приближается Новый год и нужно запасаться подарками, но еще о том, что сегодня католики, лютеране празднуют Рождество. И сегодня у нас в гостях Екатерина Вильгельм и Дарья Котлова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Это активные прихожане лютеранской церкви Вельмема, которая у нас здесь в Саранске. Катя, расскажите немного о празднике Рождество, как оно проходит у вас в церкви. Хорошо, но на самом деле для начала я хотела сказать, что весь мир празднует Рождество 25 декабря. Да, это... А то, что, например, даже больше лютеране, католики, какие-то другие конфессии, да, и в том числе православные празднуют Рождество 25 декабря. Большая часть православных. Ну, например, не знаю, болгарская православная церковь, да, празднует Рождество 25 декабря. И это произошло, почему мы в России празднуем Рождество 7 января, да, почему православная церковь празднует Рождество именно в этот день. Из-за разницы в календарях. Григорианский и новоюлианский календарь. Да, когда весь мир перешел на григорианский календарь, в православной церкви остался и немножко модернизировался юлианский. И сейчас он называется новоюлианский календарь. Вот, поэтому Рождество не сдвигалось, не менялось, все его отмечают 25 декабря. Ну да, наверное, логично было бы и православной церкви праздновать со всем миром вместе. Ну да, и интересно, что православная церковь же тоже есть, не только русская православная церковь, да, но и, например, Кипрская православная церковь, армянская православная церковь, да, и интересно, что все-таки 25 декабря большая часть православных тоже уже празднует, поэтому мы надеемся, мы ждем, возможно, однажды в России Рождество будет отмечаться тоже 25 декабря, кто знает. А как у вас в церкви проходит этот праздник? Что вы готовите на Рождество для молодежи, для прихожан, для себя? Даша, может быть, ты ответишь? Да, Даша, пожалуйста. Хотела сказать, что к Рождеству мы начинаем готовиться заранее. Еще, наверное, логичнее сказать, когда начинается первый день Адвента, тогда мы уже начинаем готовиться и, получается, психологически, и как бы уже более социально. То есть мы на протяжении этих 4 недель проводим различные мероприятия, плюс начинаем украшать церковь. Что тоже удивительно, потому что лютеранские, по крайней мере, церкви очень любят различные рождественские украшения, и это целое такое событие, потому что церковь, получается, начинает преображаться. Появляются различные гирлянды, веточки, различные венки, то есть все, что свойственно рождественским праздникам. Также просмотр рождественских фильмов, например, и, в общем, люди как-то, получается, начинают готовиться именно к этому чудесному празднику, вот, и все преображается за эти 4 недели, грубо говоря. Дорогие радиослушатели, я узнала о церкви Вельмема больше именно из соцсетей. Вы очень активно ведете соцсети везде, и ВКонтакте, и в Инстаграме, и в Фейсбуке. Мне кажется, это здорово, потому что люди видят, чем вы занимаетесь. Например, каждый день я вижу там в Инстаграм сторис то, что вы выкладываете экскурсии сегодня, там мы будем пить глёк, да, правильно называется этот напиток? Или мы будем смотреть фильм, приглашаем вас с нами. Вот это очень здорово. Вы проводите, получается, такие встречи с прихожанами, с людьми, которым интересно, каждый день в течение этих 4 недель. Ну, не каждый день, на самом деле, но достаточно часто. Мы стараемся, чтобы как минимум 4 раза в неделю были мероприятия. Это связано с тем, что мы хотели бы проводить каждый день, и мы хотели бы очень, чтобы двери церкви были открыты как можно больше времени, но церковь достаточно небольшая, и мы, по сути, все являемся волонтерами, то есть мы приходим в свободное время, когда мы можем. И поэтому не всегда получается так, чтобы двери церкви были открыты ежедневно, и у нас нет никакого смотрителя, например, или сторожа. Да, мы пока не можем себе такого позволить.
финансово. Поэтому мы стараемся, и мы максимально делаем все, чтобы двери церкви были открыты хотя бы эти 4 дня и иногда немного больше. Катя, сколько лет вы сейчас уже в церкви Вельмема? Я пришла в церковь в 2010 году, то есть получается 10 лет. Ничего себе. А Даша, как я понимаю, пришла только в этом году, совсем недавно. Ну, получается, что каким-то официальным сводкам можно сказать, что я именно только в этом году стала активной прихожанкой, но первый раз я пришла в церковь в прошлом году, то есть мне потребовалось какой-то промежуток времени, чтобы как-то что-то принять себя в церкви и так далее. Катя, давайте поговорим о том, что как изменилась молодежь, какой она была 10 лет назад и какая она сейчас, и, может быть, с какими проблемами вы сталкиваетесь. Да, это очень интересная тема, потому что, когда я пришла в церковь где-то лет 10 назад, я гуляла по улице Кирова и увидела свет в окошке в церкви и решила зайти. Да, там была открыта калитка, я зашла, очень переживала, очень боялась, а как меня воспримут в церкви, а как буду ли я чувствовать себя на своем месте, да, у меня спросят, а вдруг я где-то не так. У меня было очень-очень много вопросов. Но я пришла в церковь и была тепло принята пастором, нашим настоятелем Алексеем Степановичем Алешкиным, и осталась, и сразу же с первого раза попала на библейское занятие. И сейчас, проводя уже такие библейские занятия и помогая их организовывать в нашей церкви, я вижу большую разницу. То есть, например, раньше мы во многом молодежь, мы сидели и внимали, мы сидели и слушали, как пастор говорит или священник говорит. Сейчас молодежь стала более открыта, она стала не бояться задавать разные вопросы, она стала не бояться спорить. У нее появилось очень много вопросов, которые мы, наверное, раньше задать вообще боялись. Сказали бы, а что о нас подумают, или, может быть, думали, что мы будем некорректными, да. Сейчас молодежь не боится задавать вопросы, и это здорово, потому что лучше всегда задать вопрос и получить на него какой-то ответ, чем жалеть о том, что ты не сделал. Вот. Молодежь классная у нас, молодежь открытая, молодежь очень активная, очень пытается найти себя, ищущая, да, задающая вопросы. И, наверное, самое-самое главное, она открыта новому. То есть, если раньше в церковь было идти страшно, да, вообще все новое воспринималось страшно, да, что о тебе подумают, что о тебе скажут, то сейчас люди, в принципе, готовы больше благодаря интернету, да, они готовы больше узнавать, больше получать информацию и не бояться проверять на своем опыте, да, подходит это мне или не подходит. То есть это, конечно, очень здорово, потому что так многие люди могут прийти в церковь и сделать уже свой вывод, да, не то, что, например, если, например, ребенок, да, был воспитан в атеистической семье, да, и ничего не знал о церкви совсем, да, раньше, может быть, мы бы не пошли бы, да, такой ребенок бы не пошел бы в церковь и в целом очень, может быть, даже бы ее боялся, да, то сейчас, даже если ребенок воспитан в атеистической семье, он может сказать, а пойду-ка я посмотрю, не понравится, я развернусь и уйду. Да, но в любом случае он придет и попробует. А каково это? И так я думаю во всем. Интернет, ура! Недели 2 назад буквально я была в вашей церкви, увидела объявление в Instagram Stories и решила пойти просто из-за интереса, потому что ни разу не была в лютеранской церкви, еще слышала, что у вас там есть открытки на макшанском языке. Я думаю, что мне обязательно их нужно приобрести. Меня встретили несколько молодых людей, в том числе и Даша как раз. Это очень умные, очень добрые, внимательные молодые люди. Спасибо им огромное. Они и чаем напоили, и всем-всем-всем. Даш, вот сколько сейчас вместе с тобой активных прихожан, скажем так, молодых людей, которые помогают, проводят экскурсии, приходят? Ну, можно сказать, что у нас нет какого-то прям вот конкретного состава людей, которые вот прям периодически активно проводят время, но есть скорее люди, которые очень заинтересованы в этом, и в силу там каких-то, возможно, своих дел, учебы и так далее, они не всегда могут, допустим, присутствовать на мероприятиях, поэтому если там в какой-то день кого-то не было, это не означает, что как бы их нет вообще. В общем-то, могу сказать, что у нас порядка 10-15 людей, которые посещают именно мероприятия, которые готовы помогать, которые готовы слушать, и как бы немногие из них впоследствии там начинают именно быть
лютеранами и так далее. Это скорее люди, которые, да, вот Катя правильно сказала, что они в поиске, они ищут, и это здорово, что они посредством своей какой-то деятельности и помощи тоже осуществляют свой внутренний поиск. И на самом деле самое удивительное, что каждый человек из этих людей, из приходящих, может раскрыть какие-то свои таланты. У нас есть такая практика, грубо говоря, что когда приходят люди, и у них есть какой-то свой определенный талант, дар, и они также могут этим своим талантом прославить Бога в церкви. И вот у нас были ребята, которые приходили и заявляли о том, что они, допустим, могут играть на музыкальных инструментах, могут петь, могут рисовать. И это всегда можно как-то обратить в какой-то концерт. Можно дать возможность человеку раскрыться, показать себя. И тем самым это тоже будет какое-то божественное прославление, потому что все искусство — это, отчасти тоже что-то божественное. И это круто и удивительно, что есть такая возможность. И даже если человек, приходя, думает, что у меня нет никаких талантов, а потом я замечаю, что он просто начинает готовить вкусную еду, я думаю, да, то есть человек посредством даже просто готовки какой-то может раскрыться и нести какую-то любовь, свет, и также помогать церкви и людям вокруг. Это тоже служение, своеобразное по-своему, и как бы и для себя, и для мира. Вот. Мы говорили о том, что действительно время меняется, и молодежь задает непредсказуемые вопросы, и церковь Вельмема сейчас во всех соцсетях. Как на это реагирует пастор Алексей Степанович Алешкин? Я знаю, что он мартвин, эрзя. Знаю, даже слышала, что иногда богослужение он может вести на эрзианском языке. Это правда? Да, это правда. И у нас самый замечательный, самый чудесный в мире пастор, который поддерживает любое молодежное служение в церкви, какие-то новые активности, новые концерты, новые мероприятия. И, наверное, если бы не готовность нашего пастора видеть в молодежи, да, будущее, да, наверное, может быть, мы бы даже сейчас не были бы с Дашей, да, не сидели бы на радио здесь, потому что мы были приняты, каждый из нас был принят пастором Алексеем Степановичем. И насчет эрзианского языка, да, то есть если есть представители эрзианской или макшанской диаспоры, да, он тоже владеет и макшанским языком, то всегда часть богослужения, например, Библия, да, которая читается в церкви, например, или Евангелие, да, как часть Библии, всегда дублируется на макшанский и на эрзианский язык. Для того, чтобы люди, которые сидят сейчас на богослужении в зале, как смогли наиболее близко к сердцу принять то, о чем говорится в Священном Писании. Потому что у каждого из нас есть свой язык, и язык — это большое чудо и большой дар человеку. И язык, который впитан с молоком матери, это ни с чем не сравнится слова любви на своем родном языке. И когда Господь в Евангелии говорит: «Я люблю тебя», да, что я умер ради тебя на кресте, я настолько сильно люблю тебя, да, то человек, конечно, воспринимает слова любви на своем родном языке, да. Это как для нас, да, например, там, я вот, мой язык, да, это русский, конечно, можно сказать I love you или je t'aime, да, на французском. Возможно, кстати, очень сильно в произношении ошибаюсь французского, но если мне говорят: «Катя, я люблю тебя», для меня это будет ближе к сердцу. Я тоже видела из соцсетей, что у вас проходят концерты, приходят музыканты из, даже, по-моему, из Государственного музыкального театра Яушева, да, из других регионов. Вот, например, в ближайшие недели, в последние недели, какие концерты у вас были, кто приезжал? Да, у нас мы стараемся приглашать разных исполнителей, и до этого у нас приезжала органистка из Казани, это было в октябре или в ноябре. Вот, да, что просто в последнее время было очень-очень много концертов разного рода. Потом просто приходили ребята, которые играли на хэндпанах. Это такие большие летающие тарелки. То есть, это очень интересно. Посмотрите у нас в инстаграм-аккаунте, например, Вельмема концерт, или найдите нас ВКонтакте, наберете Вельмема и увидите наше сообщество. Там есть афиша со всеми нашими последними концертами. И это интересные музыкальные инструменты.
К нам приезжал также композитор с Москвы, который окончил Академию Гнесиных, Евгений Анучин, и он исполнял свои авторские произведения, тоже в очень интересной манере. То, как он владеет инструментом, это, конечно, тоже достойно отдельного рассказа. Мы стараемся приглашать разных исполнителей, и, конечно, мы стараемся работать и с местными ребятами. Это очень здорово, когда мы можем поддержать местных, и особенно молодых и начинающих исполнителей. У нас проходят в церкви творческие вечера со свободным входом, где совсем юные молодые исполнители. Вот у нас есть Влада Горькова, которая уже делала минимум 2 творческих вечера в нашей церкви и приглашала своих друзей, студентов, может быть, которые знают ее, приглашала в церковь. То есть для нас, для церкви очень важно, потому что это очень важно, такие мероприятия, потому что мы хотим поддержать и музыканта, а с другой стороны показать, что мы открыты. Мы открыты новому, мы открыты всем людям, вне зависимости от их возраста, каких-то убеждений музыкальных или каких-то других убеждений. И поэтому мы действительно открыты любому новому творчеству. Потому что, как уже Даша сказала, да, и интересно, что, по-моему, было сказано, все, что делает музыкант, есть молитва, да, то есть это тоже своего рода молитва Богу. Да, действительно, Катя, вот вы сейчас говорите про открытость. Мне кажется, это именно то слово, которое характеризует вашу церковь, потому что когда я посетила вас, лютеранскую церковь Вельмема, для меня это было какое-то открытие. Разве можно прийти в церковь не боясь? Разве можно просто говорить, просто пить чай, просто сидеть, просто когда тебе проводят экскурсию, когда с тобой разговаривают на таком же языке, на твоем языке. Поэтому я думаю, друзья, даже если вы не имеете никакого отношения к лютеранам, мне кажется, каждому из вас нужно сходить и посмотреть, сделать какие-то выводы и пообщаться с замечательными людьми, которые там, например, как Даша и Катя. Еще один вопрос, Кать. Ваша фамилия Екатерина Вильгельм вряд ли похожа, скажем так, на эрзианскую, макшанскую и даже на русскую. Расскажите немножко о себе. Хорошо. Я из очень интересной смешанной семьи. Моя мама татарка, а папа немец. И познакомились они, может быть, помните, в советское время по распределению заканчиваешь университет, и тебя отправляют работать туда, где нужны такие кадры. И вот, хотя это может быть очень-очень далеко от твоего дома. Если тебе повезет, ты будешь недалеко от своего дома. Если повезет меньше, окажешься на другой части страны. И поэтому моя папа с мамой удивительным образом они познакомились в Пензе, при том, что моя мама всю жизнь жила в Рузаевке, да, училась только в Самаре, а папа жил в Казахстане. Мои родственники попали в Казахстан, они давно уже жили в России, да, если мы говорим о моей фамилии, моих немецких родственников, и они жили под Армавиром. Еще была такая, еще во время Екатерины II немцы, которые хотели, образованные немцы, да, которые могли как-то послужить нашей стране, они приезжали в Россию. И еще с конца 1700-х годов мои предки оказались в России. Потом в советское время они были переселены в Казахстан. Я думаю, что это участь многих тоже немцев, да, таких этнических немцев, которые кто-то в Сибирь попал, кто-то в Казахстан, да, в военное время. И потом вот мой папа, получается, уже из Казахстана. Немецкого языка я не знаю. Как не знаю татарского языка, потому что это вот, опять же, очень важно, что я росла в русской среде, и, конечно, я училась в школе, и мы уже жили, мама с папой общались на русском языке, поэтому для меня близок и понятен именно русский язык, который я нашла в своей церкви, да, мне подарили Библию на русском языке, да, на понятном языке, не на татарском, не на церковнославянском и даже не на немецком, да, хотя такая тоже Библия у меня дома есть, но я ее не понимаю. У меня есть Библия на русском языке, и поэтому я и стараюсь, чтобы все, что мы делаем в нашей церкви, чтобы оно было понятным, да, чтобы оно было понятным людям, которые говорят на этом же самом языке.
Да, вот так вот. Папа мой из казахстанских немцев, если коротко. Спасибо. Катя, Даша, я вас поздравляю с Рождеством. Желаю, чтобы каждый ваш день, и наш, и ваш, и наших слушателей, конечно же, был наполнен светом. Что бы вы пожелали нашим слушателям в этот замечательный праздник? Наверное, хотелось пожелать всем именно наполняться светом, наполняться любовью, чем-то таким, что можно было отдавать, потому что очень важно в такие светлые праздники осознавать тот факт, что каждый из нас способен дарить людям очень много теплоты. Вот. Да, интересно, что иногда даже когда кажется, что ты совсем пуст внутри, да, и ты не можешь ничего отдавать, оказываясь среди людей и видя нужды других людей, мы понимаем, что на самом деле, что мы можем сделать что-то абсолютно такое, казалось бы, для нас незначащее, но осчастливить этим огромное количество человек. Да, и поэтому Рождество — это такое удивительное время, когда ты можешь... Вообще можно даже жизнь заново начать, да, именно в Рождество, именно в такое светлое время, когда ты ждешь чего-то, когда все мы находились долгое-долгое время в ожидании, и сейчас на нашем сердце радость, мир, гармония и покой. И желаю новых открытий, новых свершений и новых сил для того, чтобы служить и помогать другим людям. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня 25 декабря Лютеранская церковь Вельмима, как и все другие лютеране, празднует Рождество, с чем мы вас поздравляем. И сегодня у нас в гостях активные прихожане этой церкви: Екатерина, Даша, спасибо большое. И на сегодня... Да, мы еще хотели вас пригласить на концерт, потому что сегодня вечером будет у нас чудесный концерт, где будут играться знаменитые мелодии из «Щелкунчика», Грига, Штрауса. И сегодня в 7 часов вечера у нас концерт музыкальных солистов музыкального театра имени Яушева. Всех приглашаем. Церковь пройдет в Лютеранской церкви Вельмима на Кирова 39. Спасибо.